Время – это око истории. Зафиксировать время значит попытаться его подчинить. И пусть не покорить, но хотя бы жить с ним в ладах. Календарь – это не только система исчисления времени. Это хранитель народной памяти. Искатели Якутии намерены разгадать, какие тайны хранят календари наших предков. Это календарь, якутский годовой календарь. Называется вечный календарь, потому что он не приурочен к какому-то определенному году, а постоянно действует из года в год. И поэтому называется вечный календарь. Здесь год начинается с 1 сентября. Раньше по старому стилю год начинался с 1 сентября, но это якуты переняли у русских. И это лунно-солнечные календари были, так сказать, более примитивные, наверное, на наш взгляд, на современный взгляд. А можно поподробнее о происхождении графических знаков на календаре? Это Семенов день, начало года. Постепенный переход с летников на зимники начинается. Потом это уже октябрь месяц идет, это уже Покров день. Потом уже вот каждый месяц идет и обозначается, разделен на 3 декады. А остальные, 31-й день, дополнительная графа на каждый месяц идет. И дальше также отмечены дни святых, которые особо почитались семьей и носили имена сами хозяева. Эти дни отмечались особыми такими насечками. Каждый календарь был индивидуален, потому что заказывал его определенный хозяин, и также это зависело от мастерства и религиозности исполнителя, уже мастера, которому заказали данный календарь. И, соответственно, у каждой семьи были разные календари таким образом. Вот такой календарь, а вот этот календарь, вечный календарь, он принадлежал главе Барагонского улуса Петру Охлопкову. И он имеет такие круги центрические. Здесь написан вечный календарь. Идет название месяцев, количество дней в месяцах. И в внутреннем круге расположены недели, а тут уже месяцы. Месяц расположен. И, соответственно, по кругу вставляют такие стрелочки. Этот вечный годовой календарь, а эти считаются недельными календарями. А были еще месячные. Недельные календари, они имеют круглую в основном форму, и также они подвешивались за дырочку, и имело оно палочку. И палочка втыкалась в каждую дырочку, которая обозначала дни недели. Соответственно, 7 дней недели. Откуда начинается, обозначено крестом. Тоже это недельный календарь. Здесь вставлялась основная палочка, и по кругу также втыкалась в каждую дырочку последовательно каждый день. Это Эвенкийский календарь. Сделан в виде храма, церковные, и здесь также обозначены дни недели. Еще один календарь, Эвенкийский календарь, сделан из моржовой кости. На нем графические обозначения тоже имеются. Дни недели, месяц, вернее, располагался таким образом. На одной грани располагалось 2 месяца. Дни обозначались насечками. Сколько дней в месяце, столько и обозначались такими насечками. Допустим, круг обозначал, когда солнце появляется впервые над тундрой. А здесь еще есть интересное такое в виде оленя. Это Георгиев день, покровитель скота считался, и в этот день, после этого дня начиналось уже отел тугутов, маленьких оленят. А здесь уже начинается заготовка сена. Предоставленные искателям Якутии календари из Музея истории и культуры народов Севера относительно молоды. Им не более 100 лет. Особенным образом отмечались дни, важные для трудовой деятельности. Когда отправлять скот на пастбище, когда начинать готовиться к зиме, охотиться и рыбачить. Это и было определяющим фактором для якутского календаря позапрошлого века.
20 декабря 1699 года молодой царь Петр I издал указ о праздновании Нового года. Привычное летоисчисление теперь полагалось вести с 1 января, а не с 1 сентября после сбора урожая, как полагалось в Центральной России. Но самое главное было то, что летоисчисление теперь должны были вести не от сотворения мира, а от Рождества Христова. Таким образом, вся Россия пришла в соответствие европейскому летоисчислению, и мы очутились из 7208 года в 1700 году от Рождества Христова. Действительно, это был большой шок – перенестись на 5000 лет назад. Но самое интересное было то, что при прежних государях указы царей везли в Якутск в течение целого года. Гонец скакал верхом, пережидал в пути разливы рек, заморозки, распутицу, менял лошадей. Но молодой Петр I был нетерпелив, и при нем гонцы добирались до Якутска уже за 3 месяца. Но когда гонец с новым указом государя о том, что нужно праздновать Новый год уже по-новому, добрался таки до Якутска, на дворе уже был март 1700 года. И поэтому у нас Новый год, в привычном понимании этого слова, отпраздновали только в следующем 1701 году. Якутский народный календарь теснейшим образом связан со скотоводческим хозяйством. Якутский хозяйственный год делился на 2 половины – летнюю и зимнюю. Зимняя половина начиналась с октября, ассоциировалась с недобрым, пассивным началом, с луной и смертью. Вторая весенне-летняя половина – со светом, солнцем и жизнью. Многие северные народы в самое холодное время года, когда замирает природа и почти вся хозяйственная деятельность тоже, обозначают месяцы обычными порядковыми номерами. В якутском календаре тоже есть месяцы, названия которых переводятся как 6, 7, 8, 9 и 10. Это зимние месяцы. А названия весенних, летних месяцев отражают традиционный уклад и хозяйственно-трудовую жизнь народа. Между тем, исследователи обратили внимание на то, что якутские месяцы, если буквально перевести их название, не совсем соответствуют событиям и природным явлениям года в Якутии. Чтобы понять это, перечислим все месяцы со смысловым переводом. Март переводится как месяц держания жеребят. Апрель переводится как месяц плывущего льда. Май – месяц удоя, а также это месяц икрометания у рыб. Июнь – месяц сосны, когда заготавливают сосновую заболонь. Июль – месяц травы, в это время якуты косят сено. Август – месяц большой вилы, это месяц стагования. Сентябрь – месяц якутской юрты, балагана, когда переезжают в зимнее жилище. Октябрь переводится как 6-й месяц. Ноябрь – 7-й месяц. Декабрь – 8-й месяц. Январь – 9-й месяц. Февраль – 10-й месяц. Обратимся к месяцу апрелю, который переводится как месяц плывущего льда. Разве лед начинает плыть в Якутии в апреле? Месяц март переводится как месяц держания жеребят. Многие подразумевают под этим появление новых жеребят, но кобылы в Якутии рожают гораздо позднее. Многие исследователи объясняют это тем, что народ Саха принес свой календарь с южной прародины. Однако есть мнение, что в якутском календаре нет несоответствий, и все названия абсолютно верны. Некоторые не понимали, долго думали, что якуты южные родные жили, и как будто названия некоторые не соответствуют условиям Якутии. Например, Кулун-Тутар. Это жеребят держат, и в это время, между прочим, вот так, готовят через месяц уже начинают рождаться эти жеребята. Вот поэтому от матери отдаляет прошлогодних жеребят в это время. Вот поэтому это правильно. Мусустар, апрель.
Это некоторые думали, что ледоход в это время, наверное, якуты раньше такой земле жили, и в это ледоход происходит в это время. Но, между прочим, это просто тает лед. Ледяное окно было раньше, и тает этот лед. Если спросить какого-либо человека о его возрасте, то в Англии в ответ мы можем услышать 40 years, 40 годов. Русский скажет 40 лет, а якут ответит «турдон сас», что в переводе с якутского означает «40 весен». Отсчет каждому прожитому году якуты ведут с весны. А с какого месяца начинается год в якутском календаре? Это можно легко вычислить, если начать обратный порядковый отсчет от 10-го месяца, февраля, Лунню. Тогда становится очевидным, что первым месяцем является май, Эмия. А какой же Новый год без новогоднего праздника? И хотя среди ученых-этнографов по сей день идут споры, когда отмечать Новый год, 22 мая в день наступления якутского лета или 22 июня в день летнего солнцестояния, безусловно, Эсах считается самым важным в календарно-обрядовой культуре якутов. Но и у этого праздника своя непростая история. Якутский национальный праздник Эсах не праздновали с 1938 года. Эсах посчитали феодальным и религиозным пережитком. К тому же партийные чиновники были уверены, национальный праздник якобы подрывает трудовую дисциплину. Но грянула Великая Отечественная война. Люди и в тылу доходили до морально-физического предела. И нужно было что-нибудь, что встряхнуло бы людей, влило в них уверенность, что они не напрасно работают, не щадя своего здоровья, и победа уже не за горами. В 1944 году обстановка на фронтах была уже успешной, и праздник был уместен. Проведение Эсаха в Якутской АССР было назначено на 24 июня, а в ночь на 25 июня все участники Эсаха разъехались по домам и приступили к работе. Воодушевление после проведенного Эсаха было настолько велико, что уполномоченные по его проведению и сотрудники НКВД с удивлением докладывали о резком повышении производительности труда. Партийное руководство с удовлетворением отмечало, что в праздновании Эсаха преобладало новое социалистическое содержание – кумысный тост за товарища Сталина и исполнение гимна СССР. Эсах – праздник, сопровождаемый ритуалами в честь божеств Аи, с обильным угощением и кумысопитием, танцами, народными играми и конными скачками. В 1992 году Эсах получил статус государственного праздника Якутии. В Эсахе, как в зеркале, отразилась вся этническая самобытность народа Саха – обряды, музыкальная культура, национальная одежда и традиционное мировоззрение. После многомесячной зимы люди празднуют радость жизни и наслаждаются изобилием окружающего мира. Традиционно на Эсах приезжают семьями, приглашают множество гостей. Гостю на празднике подносят чурон с кумысом и приглашают в круг Асохая, после чего гость становится братом по духу. Круговой танец Асохай символизирует жизненный круг и неразрывную связь времен. Канавязь Серге является одним из ритуальных символов якутской культуры. Искатели Якутии сделали одно удивительное открытие. Оказалось, что Серге раньше служила и в другом качестве. Народу Саха Серге – это символ календаря. Не просто так канавес. И получилось так, что 21 июня, день праздника Эсах, солнце находится в самом зените. Если в зените, тогда тень от Серге падает и становится самым в то время коротким. Вот эта тень и есть начало якутского календаря. Ставят первый камень, потом через месяц второй камень, а тень вращается по спирали, и получается вот такой большой спираль. Я работал консультантом в фильме «Тайна Чингисхана». Оказывается, вот такие спирали были в степях. А там-то пространство большое, и там есть, сейчас говорят, захоронение балбалы стоят по спирали. А это не захоронение, а это, оказывается, вот спираль, календарь. Это как Англия, Стоунхендж, а Якутия, это Эсах, начало, вот Серге, начало счета якутского календаря, получается. И недаром вот наши предки делали календарь в виде спирали. Якуты пользовались до революции. Она спиралевидная, поэтому здесь 365 точек. А почему несколько рядов?
Ну, если посчитать, он получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это тоже магическое число получается. А еще, ну, я с ребятами хожу в экспедицию, и там мы встретили Виктора Викторовича Максимова. Он к нашей радости показал вот такой оберег. Их было 2. Показали специалистам. Такого аналога, оказывается, нигде нету. И оказалось, что это тоже календарь, оберег матери и отца. Тут... Ну, здесь вот видно 2 окружности. Да? 2 окружности. Первый 11 точек, да? Ага. А почему 11? Вот в традиционном китайском уже календаре 12 вроде бы, да? Ну, да, сейчас распространено, что это 12, но оказывается 11. А мы как это узнали? В 205 году во время экспедиции мы сняли северное сияние на средней линии. Это очень редко. Показали специалистам, вот в лаборатории северное сияние есть, оказывается. Они удивились и сказали, вам повезло очень. Оказывается, в тот день была очень большая солнечная активность. 10 раз больше. Они показали это график, и они сказали, что вот такие явления появляются раз в 11 лет. Значит, по-научному солнечный цикл 11 лет, а не 12. Вторая окружность идет из более мелких знаков. Что это значит? Посчитали, и оказалось, что 25. А почему 25? Все говорят 28, это лунный календарь. А 25, оказывается, древние люди, это живая луна, его цикл. 3 дня не видно, его считают умершей. Вот они сделали насечку вот, живой луны цикла. Но еще интереснее получается, что 11, если умножить на 25, получается 275 дней. И, ну, археолог все время считает. И это, оказывается, святое такое число, потому что ребенок находится в утробе матери по столько дней. И оказалось, что 2 оберега, вот день зачатия, или как они считают, осу подарили матери, и они всегда знают, что когда родится ребенок. Интересно. А в то время они были все время разъезда. Искатели Якутии все больше забираются вглубь веков, пытаясь познать, что же такое время и чем оно было для наших предков. И еще один вопрос не дает покоя. Кто именно первым попытался остановить и зафиксировать эту зыбкую и таинственную материю? И если время зачатия и появления на свет ребенка так важно было для наших предков, не тут ли кроется разгадка создания календарей? Поиски привели нас в Музей археологии и этнографии. Именно там находится знаменитая Еланская писаница, обнаруженная на левом берегу реки Лены в 1940-х годах. Ее относят к календарно-астрономическим изображениям бронзового века. Но оказалось, что большую тайну и интерес представляют собой находки, обнаруженные в пещере Хаиргас в могилах, в которых были захоронены женщины. Наибольший интерес представляют футляры для иголок костяных, полученные из слоя нижнеаналитического, то есть порядка 6000 лет тому назад. Всего обнаружено 17 игольников разной степени сохранности. Практически все они выполнены из трубчатых косточек крупных птиц. Орнитологи определили, что это журавли и лебеди. 2/3 из них покрыты каким-то орнаментом. Иногда это орнамент, который трудно диагностировать. Но несколько игольников покрыты таким орнаментом, который вполне может быть диагностирован, опять-таки, как календарно-астрономический. Совершенно естественно встает вопрос, что это за календарь, если на нем размещено запись 5 лунных месяцев. Кому нужен такой вот неполный частичный календарь? Ответ очень простой. Вот если обратиться к современному, вернее, не к современному, а к народному якутскому календарю, то мы увидим, что он содержит 2 крупных подразделения. Одно – теплый период, когда температура выше 0. Этот период начинается с 22 мая и заканчивается 13 октября.
И второй период, соответственно, более крупный, это холодный период, когда температура ниже нуля. Понятно, что наиболее важным в хозяйственном отношении является теплый период. Продолжительность его составляет 146 суток, то есть практически это 5 лунных месяцев. Но не менее важно, что документы-то эти календарно-астрономические принадлежали женщинам, и, по-видимому, по этим же календарикам велся отсчет дней до родов. Во всяком случае, можно полагать, что некоторые значки, вообще говоря, представляют собой время предположительного разрешения от бремени. Потому что 5, вот представьте себе, 5 лунных месяцев, делается один просчет по ним, потом совершается второй, и, как известно, уже в 10-м месяце происходят роды. Ну, а самое главное, это, конечно, биологическая функция женщины, которой очень важно, чтобы ее ребенок родился в самое благоприятное время и оказался жизнеспособным. Так получается, они планировали роды каким-то образом? По-видимому, да. По-видимому, да. У мужчин какие-то календари были? Честно говоря, вот если говорить о Якутии, я, конечно, знаю прежде всего материалы по Якутии. Все те материалы, с которыми нам удается поработать и диагностировать, это все материалы, так или иначе относящиеся к женщинам. Вот самая богатая серия календарей каменного века найдена на Колыме, в погребении Родинка. А там похоронена 25-летняя женщина. С ней был захоронен ее инвентарь, то есть, собственно, это ее календарно-астрономические документы. Получается, что первые календари и первую попытку зафиксировать время сделали женщины. Искатели Якутии могут с большой долей уверенности сказать, что, возможно, так оно и было. Интерес к течению, исчислению и пониманию времени и календарям не утихает. Ученые по-прежнему обращаются к мудрости древних. С 16 по 21 июня 2009 года в Якутске прошла Всероссийская научная конференция «Календарная культура народов Сибири. Стратегия этнического развития», организованная Институтом гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Ученые из Якутии, Москвы, Санкт-Петербурга, Бурятии пытались прикоснуться к тайнам календарных знаний предков. На выставке редких календарей искатели Якутии обнаружили уникальные предметы календарной культуры, о которых рассказал Пантелеймон Петров, заведующий Музеем истории и академической науки имени Башарина. Этот якутский ножик найден в местности Кулаты. Ножик интересен тем, что имеет насечки, 27 насечек. Вот. Это лунный календарь. Но эти насечки связаны с женским циклом. А какое перо имеет отношение к ножу? Ну, это перо, это знак обереги. Ну и вот тоже наконечник копья, датируемый ранним железным веком. Копье интересно тоже, имеющее как насечки. Тоже, наверное, связано с военно-календарными обрядами, может быть. Ответить, когда был создан первый календарь, невозможно. Мы знаем лишь, что на протяжении всей своей истории человечество бесконечно пыталось усовершенствовать систему исчисления времени. Но как бы то ни было, древние календари наших далеких предков, выбитые на скалах или вырезанные на моржовых клыках, точнее, чем григорианский календарь, которым мы пользуемся сейчас. Кто знает, какие тайны еще скрыты в этих знаках и черточках. И не придется ли нам однажды вернуться к исчислению времени, которым пользовались наши предки?